эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 100 человек заболели коронавирусом за сутки в Якутии. 2 человека скончались. Почти на 100% навигация в Якутии выходит на финальный этап. В Алекнинском районе построят дорогу от села Солянка до села Балаганах. Комиссия осмотрела местность. Еще 106 человек заболели коронавирусом в Якутии. Это данные регионального оперштаба. В столице республики по-прежнему больше всего новых случаев. 63 положительных теста на COVID-19. В Татинском районе зарегистрированы 8 заболевших. В Амгинском – 6, в Сунтарском – 4. Случаи в этих районах связаны с проведением массовых мероприятий. В Алданском, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах зафиксировано по 3 случая. В Мирнинском, Усть-Майском, Устьянском – по 2. В Мегино-Кангаласском, Нюрингринском, Аймиконском, Усть-Алданском районах по 1. За сутки от COVID-19 в республике скончались 2 человека. На настоящий момент главной задачей является задача контроля за наличием лекарственных средств в аптеках Республики Саха-Якутия. Контроль осуществляется ежедневный. При необходимости пополняются сегодня фонды. Во всех учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия достаточный запас для того, чтобы обеспечить, соответственно, лечение больных лекарственными препаратами имеется. Кроме того, сегодня глава Республики Саха-Якутия поставил задачу усилить контроль за ценами, за лекарственными средствами в наших аптечных киосках. Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе усилят работу по контролю объектов на соблюдение мер санитарных требований. По Якутии проведено 4420 рейдов по объектам общепита, торговли и бытовых услуг. Комиссия составила 212 актов, выявлено свыше 50 правонарушений. 50 дел направлено в суд. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Я бы хотел сегодня, воспользоваться моментом, обратиться к главам муниципальных образований. Прошу усилить контроль совместно с органами потребнадзора и управлением внутренних дел на местах и усилить данную работу. В связи с этим вы все знаете, что буквально позавчера главой республики было проведено совещание с главами муниципальных образований об усилении контроля по данной работе, по проверке объектов соцкультбыта, торговли и общепита. Между тем, ряд школ Мегино-Кангаласского района со вчерашнего дня перешли на дистанционную форму обучения. Подробности у Артура Старостина. Нижнебестерская школа номер 2 вновь перешла на удаленку. Учебный год для всех обучающихся начался с 9 сентября. Они по сей день учились по смешанной форме, то есть классы были разделены по группам. Одна часть уроков проводилась в очной форме, а другая часть в заочной. При этом масочный режим дезинфекции строго соблюдалась. Конкретно заболевших коронавирусом не было выявлено. Есть дети, которые заболели сезонными заболеваниями, ОРВИ, получается. И если ребенок заболевает, они сразу пишут, до этого, пока учились очно, писали заявление на дистанционное обучение. Поэтому пока не прерывался у нас образовательный процесс, все шло, как и должно быть. Теперь все классы снова пустуют. Лишь некоторые учителя, у кого нет возможности выхода в интернет, сидят в классе и проводят занятия. Если у кого-то вообще нет, бывает такое, единичные случаи, мы с ними связываемся по видеозвонку, по WhatsApp, по соцсетям. А школьникам слово «дистанционка» противоречит. Они не могут привыкнуть. Мне нравится. В школе лучше. Дистанционное обучение – это очень сложно. У меня 2 детей, и они учатся в разных классах. Обоих надо проконтролировать и ничего не упустить. У меня впервые сын за 8 лет сказал: «Мама, я хочу в школу». Василий, ученик 8 класса, приехал из Тампонского района. Только начал проходить адаптацию на новом месте. Толком и не познакомился с ровесниками и со своими учителями. Не очень удобно. Вдруг интернета не будет или света, мы не будем учиться. Все мы твердо верим, что пандемия в скором времени закончится и все станет на свои места.
Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри идет по графику. Как заверил подрядчик, работы они закончат точно в срок, к 25 декабря этого года. Глава района Виктор Станиловский посетил объект. Сегодня ремонтные работы проходят в блоке А и выполнены на 80%. Прием юных пациентов сейчас проходит в отремонтированном блоке Б. Специалисты принимают детей в 3 смены. После запуска блока А будет установлено дополнительное новое медицинское оборудование, которое уже закуплено. На капитальный ремонт детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллиона рублей. Мы очень рады, что наша детская поликлиника в городе Нерюнгри приобретает новые очертания и будет соответствовать всем требованиям 21 века. Это очень важно для того, чтобы наши дети, имели хорошие новые детские сады, хорошие школы и, конечно же, очень хорошее медицинское обеспечение. Число потенциальных предприятий и новых рабочих мест в Якутии увеличится благодаря совместной с «Газпромом» программе газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Об этом в ходе передачи «Актуальное интервью» сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Кроме того, он сообщил, что в 5 населенных пунктах, где будет разработана проектно-сметная документация, в обязательном порядке будет проведен газ до конца 2030 года. Это Верхний Куранах, Хатыстыр, Кятчи, Абага и нефтебаза. Ранее Минпромгеологии Якутии сообщала, что с реализацией важной программы будут активно развиваться районы Западной и Южной Якутии. А также к 2025 году показатель газификации республики достигнет 40%. Навигация в Якутии выходит на финальный этап. Завоз грузов для нужд районов выполнен почти на 100%. Несмотря на сложную ситуацию, вызванную как коронавирусной инфекцией, так и обмелением и задымлением на реке Алдан, речники с поставленными задачами справились. Сейчас продолжается завоз продовольственных продуктов в Средний Колымск. В ближайшее время в поселок Тикси доставят 3700 тонн нефти. Осталось отгрузить 1000 тонн угля с угольного разреза Джабари-Кихая. Завезенный в навигацию груз обеспечит жизнедеятельность арктических и северных районов, а также поможет сократить перевозки грузов автомобильным транспортом по зимникам. Да, сроки были там немножко сдвинуты, но объем мы доставили. И более того, по Яне в этом году достаточно успешная эта навигация по переброске угля с Нижнеянска на Усть-Куйгу. Объем большой, доставили больше 50 тысяч тонн угля. Наверное, на протяжении нескольких лет мы такие объемы не завозили раньше, у нас больше оставалось в Нижнеянске. Но это нам позволяет по автозимникам как-то, во-первых, ГУП ЖКХ сократить расходы, а во-вторых, не ставить под риски с поздними открытиями автозимников. В прошлом году во время визита главы республики Айсена Николаева в Алекминский район было дано поручение рассмотреть вопрос строительства дороги от села Солянка до села Балаганах. В эти дни в районе отработала группа. Она осмотрела местность, где можно начать строительство. Тему продолжит наш корреспондент Елена Фаст. Есть в Алекминском районе участок дороги, который хорошо знаком тем, кто проезжает в распутицу зимой до Якутска, Солянский косогор. В ближайшее время начнутся реальные движения по решению вопроса. В рамках работы по подготовке к автозимнику сделаем эту дорогу, и люди уже будут раньше ездить по времени с Балаганаха до Солянки и, естественно, до Алекминска. Конечной точкой выезда группы с первым заместителем генерального директора управления дорог республики стало село Балаганах, а цель – на месте оценить возможность соединить районный центр Алекминск и через Балаганах Харинцы. Глава Наслега уверен, это станет реальным прорывом. Это чисто стратегическая дорога будет для Алекминского района. Если этот участок Солянка и Балаганах построим, и мы с Солянки, которые стоит между Санихзатом и Малаканом, можно считать, эта дорога открыта, кроме май, июнь
июль месяце. Инфраструктура – это развитие по всем направлениям. Недаром глава республики, будучи в Алекминске, давал поручение проработать этот вопрос. В принципе, 36-километровая протяженность. Увидели, что в 4 местах необходимо построить мостовые сооружения. Для Алекминска эта дорога более чем необходима. Это не столько пассажиропоток, сколько развитие по всем направлениям отраслей, как промышленных, так и сельскохозяйственных. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Власти Якутии разработали механизм поддержки для пострадавших хозяйств от лесных пожаров. Так, за 1 тонну сгоревшего сена фермеры получат 4000 рублей. Всего на возмещение кормов для скота и лошадей предусмотрено более 10 миллионов рублей. Напомню, огонь уничтожил 2300 тонн сена в Якутии. Наиболее пострадавшие районы – Амгинский, Татинский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Усть-Алданский. На данный момент по республике действует один механизм – это предоставление иных межбюджетных трансфертов. Средства предоставляются муниципальному образованию. Муниципальное образование, в свою очередь, предоставляет субсидии сельхозтоваропроизводителям на основании соглашений, на основании отбора. Для возмещения сгоревшего сена, которое требуется для зимовки скота и лошадей, планируется приобрести внутри Республики Саха-Якутия по таким районам, как Татинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский. Этот объем сена находится внутри районов, а в Усть-Алданском, Амгинском, и их придется перевозить с Хангаласского района. Сегодня день якутского телевидения. 57 лет назад, 8 октября, вышла первая регулярная программа. Сегодня национальная вещательная компания «Саха» – одна из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России. Она была создана указом президента Якутии 3 марта 1992 года. Информационный телеканал «Якутия-24» начал вещание 1 февраля 2018 года. Масштабная модернизация позволила НВК «Саха» перейти на новый качественный уровень теле- и радиовещания. Компания НВК «Саха» запустила мобильное приложение для iOS и Android-систем. В нем можно смотреть прямой эфир, ознакомиться в режиме реального времени с программой передач, узнать последние новости города и республики в ленте новостей сайта «Якутия-24» и отправить свою тему для сюжета или программы в нашу редакцию. В приложении также прикрепили прямую ссылку на сайт сериалов НВК. Приложение бесплатное и не занимает много места на телефоне. Корреспонденты телеканала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь с нами.